18 феврал асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дабири кулли созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ Станислав Засро, ки бо сафари корӣ дар шаҳри Душанбе қарор дорад, ба ҳузур пазируфтанд. Зимни суҳбат президенти мамлакат ба самтҳои афзалиятноки раёсати ҷумҳурии Тоҷикистон дар созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, нақшаи мувофиқашудаи амалиётро барои давраи оянда тасдиқ карданд. дар ин зимн корҳои анҷомдодаи котибот дар самти омодасозии нақшаи мазкур ва хулосаи афзалиятҳои раисии Тоҷикистон бо ташаббусҳои сарони давлатҳои аъзои созмон, ки дар иҷлосияи декабрии шӯрои амнияти дастаҷамъии соли гузашта садо дода буданд, таъкид карда шуд. дар идомаи суҳбат ҷонибҳо вазифаҳои имрӯзаи созмон ва баъзе масъалаҳои мубрами рӯзномаи минтақавӣ ва байналмилалиро баррасӣ карданд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аҳамияти таҳкими ҳамкориҳоро дар доираи созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ барои муборизаи судманд бо тамоюлҳои паҳншавӣ ғояҳои радикалии харобиовар дар минтақаи масъулияти созмон, инчунин мубориза бо киберҷиноятҳо ва дигар амалҳои ғайриқонунии истифодаи технологияи иттилоотӣ коммуникатсиониро махсус қайд карданд. дар ин баробар муҳимияти пурзур намудани корҳо ҷиҳати татбиқи қарори шӯрои амнияти дастаҷамъӣ дар бораи рӯйхати тадбирҳои иловагӣ оид ба паст кардани ташаннуҷ дар минтақаи сарҳадии Тоҷикистону Афғонистон барои таҳияи масъалаи қабули рӯйхати ягонаи ташкилотҳое, ки дар сиғаи созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъии террористӣ шинохта шудааст, таъкид гардид. Я хотел бы просто в нескольких словах прокомментировать сегодняшнюю встречу. Только что закончилась встреча с уважаемым президентом Таджикистана, председателем Совета коллективной безопасности. Конечно, с учетом того, что Таджикистан в этом году председательствует в ОДКБ, мы придаем огромное значение этой встрече. Сегодня состоялся, из этого благодарен, конечно, главы государства, состоялся очень такой доверительный и откровенный разговор. Обсуждалась и в целом обстановка, которая складывается в зоне ответственности ОДКБ и вокруг наших границ. Обсуждались те задачи, которые сейчас находятся в повестке дня нашей деятельности. Прошлое Совет коллективной безопасности с участием глав государств, он проходил в Москве 2 декабря. Были поставлены целый ряд задач перед нашей организацией на этот год. Кроме того, были озвучены приоритеты Республики Таджикистан на этот год. То есть те задачи, на которых Таджикистан предлагает сосредоточить усилия в ходе этого года. В исполнении тех решений саммита глав государств и для реализации приоритетов Таджикистана был подготовлен план работы на этот год, то есть план реализации решений СКБ и приоритетов таджикской стороны на период председательствования. И сегодня я доложил председателю Совета коллективной безопасности, по этому плану, его основное содержание, и попросил утвердить этот план работы наш на год. План был утвержден, поэтому это очень важно для нас. Мы будем строить работу, исходя из тех задач, которые определены этим планом. Условно там можно выделить мероприятия и задачи по всем нашим основным блокам. Это и политическое направление, и военное, военно-экономическое, и противодействие вызовам и угрозам. Отличие этого года, допустим, от того же прошлого года в том, что мы надеемся и, в общем-то, собираемся проводить все основные мероприятия в очном формате, то есть реально. И большая часть этих мероприятий пройдет на территории Республики Таджикистан. Та ситуация, которая складывается с пандемией в наших странах, и тем более в Таджикистане, она благоприятствует этому. Поэтому планируем, уже начиная с апреля месяца, целую серию мероприятий в формате ОДКБ, постепенно с таким нарастающим итогом, чтобы уже к осени выйти на наши основные, наиболее крупные мероприятия. Уже в апреле месяце планируется здесь комитет начальников генеральных штабов. В апреле месяце планируем провести Совет министров обороны, комитет Совета безопасности. В мае месяце Совет министров иностранных дел. Кроме того, пройдут еще практических мероприятий на территории Республики Таджикистан.
И осенью планируем провести основные учения. Это сегодня поддержал и президент Республики Таджикистан, председатель Совета коллективной безопасности. Это, прежде всего, учения военные, взаимодействие, учения с силами и средствами разведки, поиск, учения с подразделениями материально-технического обеспечения «Эшелон». Планируется также в октябре месяце пандемии в наших странах, и тем более в Таджикистане, она была препятствует этому. Поэтому планируем уже начиная с апреля месяца целую серию мероприятий в формате ОДКБ, постепенно с таким нарастающим итогом, чтобы уже к осени выйти на наши основные, наиболее крупные мероприятия. Уже в апреле месяце планируется здесь комитет начальников генеральных штабов. В апреле месяце планируем провести Совет министров обороны, комитет Совета безопасности. В мае месяце Совет министров иностранных дел. Кроме того, пройдут еще ряд практических мероприятий на территории Республики Таджикистан. И осенью планируем провести основные учения. Это сегодня поддержал и президент Республики Таджикистан, председатель Совета коллективной безопасности. Это, прежде всего, учения военные, взаимодействие, учения с силами и средствами разведки, поиск, учения с подразделениями материально-технического обеспечения «Эшелон». Планируется также в октябре месяце мероприятия, которые сегодня обсуждались. Конечно же, обсуждались задачи по усилению охраны таджикско-афганской границы и в целом ситуации в Афганистане. Надо сказать, что она, к сожалению, не улучшается. И те риски и угрозы, которые исходили с этой территории, они сохраняются. Поэтому, конечно, мы должны это учитывать в своей деятельности, в том числе и в этом году. У нас будет продолжена работа над реализацией перечня дополнительных мер по укреплению безопасности таджикско-афганского приграничья. Было соответствующее решение глав государств. Часть мероприятий уже реализована, часть мы дальше продолжаем. В том числе эти учения «Кобальт», о которых говорил, это тоже из этого перечня. В этом году мы продолжим работу над разработкой целевой межгосударственной программы по усилению таджикско-афганской границы. Это один из приоритетов Таджикистана на этот год, поэтому этой задаче будет уделено пристальное внимание, и мы рассчитываем в этом году сформировать в целом эту программу и представить для рассмотрения нашим государством. Будет продолжено взаимодействие и наша деятельность по политической линии, в том числе с учетом того, что мы уже в январе месяце завершили все процедуры по статусу наблюдателя и партнера организации ОДКБ. Рассчитываем в этом году провести серьезное обсуждение, прежде всего среди министров иностранных дел, затем выше, глав государств, и уже осуществить какие-то практические шаги по расширению такого пояса добрососедства вокруг нашего военно-политического блока. Это то, что основной вопрос, о котором мы сегодня обсуждались. Я очень благодарен президенту Республики Таджикистан за поддержку, и я почувствовал ее, и это раз. А во-вторых, за желание, на самом деле, укрепить наш военно-политический блок и укрепить нашу коллективную безопасность. Я уверен, что у нас все в этом году получится. Спасибо.